أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Хвала Аллаху, Господу миров, который сотворил нас, сотворил землю, небеса и все сущее. Хвала Аллаху, который сделал правильное размышление поклонением. Благословение Всевышнего Аллаха нашему Господину, нашему любимцу, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семье, да будет доволен ими Аллах, и всем его сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, и всем тем людям, которые следуют и будут следовать по пути нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, до судного дня. Уважаемые братья и сестры, сегодня, с дозволения Аллаха, мы хотим поговорить о поклонении, которое в суете наших дней во многих случаях у многих людей остается незамеченным. Однако данное поклонение является великим поклонением Всевышнему Аллаху. И если любой мусульманин будет с чистым намерением использовать, делать это поклонение, без всяких сомнений, Всевышний Аллах его наградит. Ангелы Всевышнего Аллаха запишут данное деяние мусульманина как великое поклонение. Что же это? Что же это за поклонение, которое остается в тени многих наших братьев и сестер? Это поклонение размышления. Размышления над творениями Всевышнего Аллаха. Как мы знаем, Всевышний Аллах без всякого сомнения является создателем, творцом всякой вещи. Все, что мы видим и не видим, сотворено Всевышним Аллахом. Наш разум по воле Всевышнего Аллаха ограничен в некоторых вещах. Сегодня мы можем судить и говорить лишь о том, что мы с дозволения Всевышнего Аллаха знаем. То есть мы с дозволения Всевышнего Аллаха видим солнце, видим луну, видим звезды на небесах, видим все, что вокруг нас, видим этот мир. И для нашего разума вполне достаточно того, что мы видим, чтобы мы хоть немного осознали величие Всевышнего Аллаха. Размышление над творениями Всевышнего Аллаха, в арабском языке размышление называется тафаккур, является, как мы сказали ранее, поклонением Всевышнему Аллаха, если любой мусульманин размышляет о творениях Всевышнего Аллаха, в первую очередь о себе, ради того, чтобы он познал Всевышнего Аллаха еще больше. То есть любой человек, который начнет размышлять о структуре, в первую очередь, своего тела, создания человека, то ему это вполне достаточно, разумному человеку вполне этого достаточно, чтобы понять, каким всемогущим и великим является Всевышний Аллах.
сердце, которое работает без остановки днем и ночью, которое не отдыхает, глаза, которые видят, и все, что находится внутри нашего организма, структура, которая создана и которая не имеет аналогов, все это еще раз доказывает и показывает размышляющим людям, каким великим, всемогущим является Всевышний Аллах. Потому что лишь всемогущий, лишь Всевышний смог бы сотворить данное тело. Что касается всего того, что находится вокруг нас, солнце, которое восходит и заходит с точностью, которая не сбивается со своего пути, луна, которая является для нас путником, и все, что находится вокруг нас, деревья, листья на этих деревьях, каждое творение Всевышнего Аллаха – это отдельный огромный мир. Мы в первую очередь должны размышлять о том, что человечество, которое создано Всевышним Аллахом давно, если судить по нашему времени, то мы не смогли даже полностью изучить Землю, на которой мы находимся. А что касается всей галактики и всего, что создал Всевышний Аллах, то это очень большое творение. И размышляя над всем тем, что происходит вокруг нас, мы понимаем, что истинное познание Всевышнего Аллаха заключается в том, что мы никогда не сможем понять могущество Всевышнего Аллаха, что наш разум в этом ограничен. И какими стараниями мы бы делали что-либо, конечно, мы можем с помощью и с позволения Всевышнего Аллаха достичь определенных целей, однако изучение и познание всего того, что создал всемогущий Аллах, это для наших умов непостижимо, если Всевышний Аллах сам того не пожелает. Размышления о том, что вокруг нас, размышления о созданиях Всевышнего Аллаха, то, что это является поклонением, доказывает нам два аята из Священного Корана. В суре Аль-Имран Всевышний Аллах в 190 и в 191 аятах говорит нам: Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. «Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафи лейли ван нахари ла аяти ли улил альбаб». Садакаллаху азим. Поистине, в создании небес и земли, в изменении дня и ночи, во всем этом являются признаки для людей, которые размышляют. Дальше Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Это те люди, говорит Всевышний Аллах, которые поминают Всевышнего Аллаха сидя, которые поминают Всевышнего Аллаха стоя, и которые поминают Всевышнего Аллаха лежа. Это те люди, говорит Всевышний Аллах в Коране, которые размышляют о создании небес и земли и говорят: «О Всевышний Аллах, Ты не создал все, что мы видим, все это просто так, зря. Пречисть Ты, о Всевышний Аллах, защити нас, обереги нас от огня ада». Так они взывают Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах говорит нам: для того, чтобы действительно размышление было поклонением, и для того, чтобы мы смогли с помощью этого размышления приблизиться ко Всевышнему Аллаху, в первую очередь мы должны быть людьми, которые поминают Всевышнего Аллаха,
поминание Всевышнего Аллаха приводит нас к истинному, к правильному размышлению. Потому что человек, который поминает Всевышнего Аллаха, его разум, его голова, его сердце, его тело освобождено от шайтана, освобождено от того, чем недоволен Всевышний Аллах. Потому что если ты постоянно поминаешь Всевышнего Аллаха, то шайтан, джин и любая нечисть, которой недоволен Всевышний Аллах, с помощью и дозволения и с милостью Всевышнего Аллаха не способна овладеть твоим разумом, не способна овладеть твоим сердцем и не способна даже приблизиться к тебе. Так, с помощью поминания Всевышнего Аллаха мы можем по воле Всевышнего Аллаха построить вокруг себя стену. И такой человек, который находится в постоянном поминании Всевышнего Аллаха, его разум бывает чист от неправильных мыслей. И такой чистый разум, такое чистое сердце способно правильно мыслить о созданиях Всевышнего Аллаха. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах способен на всякую вещь. Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом. Человек переходит из тафаккура, из этого места в другое место, вместо таваккуль. То есть это полное упование на Всевышнего Аллаха. Человек понимает, что Всевышний Аллах, который все это создал и всем этим управляет, и когда его разум начинает об этом мыслить, он понимает, что он находится под милостью Всевышнего Аллаха, что он находится под милостью всемогущего Творца, и его сердце обретает покой. И он понимает, что если он в любой вещи сделает намерение ради Всевышнего Аллаха, если он всегда своим разумом и сердцем будет поминать Всевышнего Аллаха, то такой всемогущий Всевышний Аллах, который сотворил все сущее, которое мы видим и не видим, он будет его оберегать. Он будет находиться под защитой и милостью Всевышнего Аллаха. Он, тот, кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Таваккуль – это не лень. Таваккуль – это высшая степень веры мусульманина. Нас обучал таваккулю, то есть упованию на Всевышнего Аллаха, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел бедуин, который спросил пророка: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, должен ли я завязать верблюда, если я уповаю на Всевышнего Аллаха?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ему ответил: «Ты должен завязать верблюда, и после этого ты должен уповать на Всевышнего Аллаха». То есть человек, что такое таваккуль? Человек должен делать все, чем его наделил Всевышний Аллах, и после этого уповать на Всевышнего Аллаха. Это и есть смысл таваккуля. После этого, без всяких сомнений, Всевышний Аллах будет оберегать не только его самого, но и все то, что связано с ним.
после всего этого человек достигает новый уровень в познании и приближении ко Всевышнему Аллаху. И после этого человек, положившись и уповая на Всевышнего Аллаха, начинает по воле Всевышнего Аллаха и благодаря разуму, которым его наделил Всевышний Аллах, творить. То есть Творцом всего сущего является Всевышний Аллах, является тот, кто создал небеса и землю. Всевышний Аллах является Аль-Холик, то есть Создателем всего сущего. Является Аль-Мусаввир, то есть Он дает картину, Он дает цвета и все остальное к своему созданию. И человек, когда начинает размышлять о величии Всевышнего Аллаха, и когда он начинает истинно полагаться, как следует каждому мусульманину, набожному, полагаться на Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах помогает ему сделать что-то в этом мире. То есть, например, Всевышний Аллах помогает ему написать какую-то книгу, написать какие-то стихи, или без разницы, великое дело или маленькое дело, например, класть кирпич и так далее. Все, что мы делаем, мы нуждаемся в этом, в помощи Всевышнего Аллаха. И после истинного упования на Всевышнего Аллаха, как мы сказали ранее, Всевышний Аллах помогает человеку. Видя современные изобретения, люди восхищаются умением конструктора, поражаются мастерству, точности и искусности изобретателей. Хотя это лишь малая толика тех тайн мироздания, которые Аллах заложил в этой вселенной. Это лишь то, чему Аллах научил своих рабов. Все, что имеют ученые на сегодняшний день, только малая часть секретов бытия, которые Создатель открыл людям по своей милости, внушил им знания о том, как они могут использовать его себе на пользу. Всевышний сказал: «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». Если спросить, как люди научились что-то делать, что-то творить, создавать, то, как мы сказали ранее, истинным создателем всего сущего является Всевышний Аллах. Однако Всевышний Аллах по своей милости и мудрости в первую очередь первого человека, которого Он создал, пророка Адама, да благословит его Аллах, наделил наукой, наделил ильмом, и с этого момента, с того времени Всевышний Аллах различными способами помогает человеку достичь науку, и с помощью этой науки, благодаря милости Всевышнего Аллаха, человек начинает творить. Поэтому размышление над творениями, как мы сказали ранее, является высшим поклонением Всевышнему Аллаху, и каждый человек днем и ночью, где бы он ни был, в каком бы состоянии он ни был, должен научиться размышлять правильно, чтобы приблизиться тем самым ко Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах благословит нас в этом мире и мире вечном. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.